Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. С каких событий начнутся перемены в вашей жизни? Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте на перемены и загадайте, пожалуйста, свой срок. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну, все очень так банальненько. Смотрите, здесь я вижу, что вы устали от лишений, от дефицитов, от проблем с деньгами, с материальным. Здесь как бедность, да, достала вас эта бедность. Хочется пожить, и пожить хотя бы нормально. Не миллионером, миллиардером, просто нормально. Ну, иметь возможность позволить себе и своим детям то, что все позволяют, немножечко как-то комфортнее пожить, там, попутешествовать, там, отдыхать, может быть, как-то развлекаться. Здесь как нужда, кредиты, всякие там счета, и вы все, что зарабатываете, вы просто вот в один момент раздаете на все вот эти нужды, потребности. И, грубо говоря, для себя ничего не остается. Чтобы купить себе, например, что-то желанное, нужно либо очень долго копить, откладывать, либо просто надеяться на чудо. Знаете, как достанет вас эта бедность, да, достанет вас такое бедственное положение, жизнь в дефиците. Вы как психанете и скажете: все, с меня хватит, я так жить не хочу. Вы знаете, у вас как какой-то барьер уйдет. И вы очень удивитесь, но этот барьер, он называется скромно-стеснение. Да, зажатость, скромно-стеснение. Вы этот барьер просто вот перейдете, перешагнете, вы станете более активным человеком, вы станете более смелым человеком. Вы начнете браться за то, что ранее считали: о, нет, я не справлюсь, я не смогу. Да, вы станете искать что-то лучшее, большее, конкретное. Вы будете гораздо смелее, вы будете гораздо активнее. И вот мне четко идет образ человека, который начинает выстраивать такой мощный фундамент вокруг себя. То есть убрали стеснительность, убрали страхи, сомнения, и все, вы открыты всему новому, вы открыты заработкам, вы открыты новым возможностям. Вас уже ничего не пугает, вас уже никто не пугает. Вы начинаете зарабатывать. Сразу хочу сказать, заработки у вас пойдут, и пойдут достаточно хорошие. Дальше будет больше. Просто здесь еще как и предупреждение идет: умей остановиться. Умей остановиться. Понятно, сколько денег не дай, их всегда мало, либо их всегда не хватает. Вам здесь четко говорят: не впади в состояние трудоголика. Но вы такой немножко азартный, кстати, человек, либо станете азартным человеком. Зарабатываешь определенную сумму, которая тебя, которой хватает на покрытие всех нужд, и плюс еще остается. Все, окей, пусть так и будет. Не надо быть трудоголиком. Иначе выгорание, иначе там депрессия, усталость хроническая, и все. И у нас идет обратный регресс. Вы, мои хорошие, действительно, вот как псих мне идет, да, в один момент вы такая встаете и говорите: да что такое? Не хочу жить бедно, не хочу жить в нужде. Все, денег, пойду зарабатывать. И вы пойдете, и вы заработаете. Ну, а кто-то, например, хотел свой бизнес. Вот хотели заниматься чем-то своим. И вас что-то всегда останавливало, пугало, настораживало. Либо вы считали, что: ой, нет, я не потяну, я не справлюсь, а вдруг прогорю, а вдруг там дело не пойдет. Да, вот такие мысли были. Опять же, усталость от того, что вам на что-то не хватает, либо вы не можете себе что-то позволить, и опять этот псих, и вы такая: все,
Завтра открываю свой частный бизнес, да, либо иду, оформляюсь как предприниматель. Вы стартанете, причем мощно стартанете в этом плане. Вот, и заработки пойдут, и возможности перед вами начнут открываться. Но опять же, не превратитесь в трудоголика. Это очень важно. Это очень-очень важно. Так, чуть ниже у вас какой-то меткий стрелок, который постоянно стреляет вот из лука или что это, арбалет, да, и всегда попадает в цель. Вот метко попадает в цель. Вы с этим человеком будете либо контактировать, либо вам этот человек несколько раз на глаза попадется. Вы настолько впечатлитесь, вы настолько вдохновитесь этим человеком, что тоже начнете пробовать достигать своих целей, пробовать получать то, что вам хочется. Здесь просто невероятное впечатление, и действительно берете как пример этого человека, его действия, его поступки, его историю жизни, вы берете как пример. Да? Вас, грубо говоря, к достижению цели подтолкнет именно другой человек, либо успехи другого человека. Дальше вижу человека, который сидит и тоскует, и грустит. Грустит от того, что его дерево не растет, на дереве голые ветки. Но я так понимаю, что это отсутствие семьи, отсутствие любимого человека рядом, отсутствие детей. А может быть, ваши дети уже взрослые, и уже как разлетелись птенцы из гнезда, и вы остались одна, либо один. Может быть, какой-то этап в своей жизни вы приняли решение больше не выходить замуж, либо не жениться, посвятить себя делу, либо посвятить себя детям. Время идет, вы начинаете грустить, вы начинаете тосковать. Здесь решение вы примете, что я не хочу одиночества, вот не хочу и все, и точка. Я хочу родную душу рядом, я хочу друга рядом, либо подругу, да? Друга жизни, подругу жизни. Здесь именно тоска, хандра вас до этого доведет. Захочется общаться, захочется встречаться, как будто захочется полюбить, понимаете? Вы все разные. Здесь вы начнете активно выходить на улицу, выходить в люди, общаться. Кто-то, может быть, в интернете, где-то на сайте знакомств зарегистрируется. Да? Вы начнете менять свою жизнь, свою личную жизнь начнете менять к лучшему. Так, с левой стороны. Здесь какая-то странная куриная лапка, очень похожая на такую эту, под воздействием радиации, да, лапка-мутант. Но это и не магия в чистом виде, но и не наука. Какой-то гибрид. Я бы назвала это что-то среднее между магией и, например, психологией, либо какой-то наукой, да, магия, медицина, может быть. У вас этот гибрид, вот он, у вас рядышком. У одних отыграется, что вы имеете дар, но не знаете, как его реализовать, либо хотите его реализовать, но не по стандартному пути, а, например, вот чтобы с какой-то доказательной базой. Тогда человек начинает заниматься психологией, да, и может объединить, скажем так, потустороннее с научным. А у других отыграется, что вы, возможно, опять же, биоэнергет, да, врожденная у вас энергетика целительного характера. Вот. Но вы хотите это дополнить, либо вы хотите какой-то, не знаю, сертификат получить. Вы идете на курсы, там, не знаю, целителей, либо заканчиваете там курсы медработника, медсотрудника, и вы в себе это объединяете. Но у вас тут гибрид явно идет. Здесь вас подталкивает, либо отправной точкой становится желание творить добро, желание помогать другим и также помогать своим близким и, может быть, даже себе. Вот это желание. То есть вы, понимая, что вы обладаете каким-то даром, какой-то силой, вы ее не можете реализовать. Да? Вот нельзя просто вот сидеть и начать, там, не знаю, видеть будущее. Потому что это на самом деле очень сложно. Там целый процесс, да, для того, чтобы начать. Плюс, возможно, вам не хватает знаний, да, как это делать. Возможно, вам практики не хватает. Но вы себя найдете. В каком-то гибриде вы себя точно найдете. Это будет придавать вам и уверенности. Плюс у вас еще какой-то комьюнити появится, людей, похожих на вас. И ваша мечта реализовать себя в своем даре и творить добро, помогать другим людям, она точно исполнится. Вы хотите сейчас, но вы не знаете, как начать.
Здесь я вижу, что вы что-то найдете. Найдете какие-то курсы наставников, учителей, людей, которые работают в этой сфере, либо, ну, как бы занимаются этим видом деятельности. Но здесь вот четко идет именно гибрид. Это не чистая куриная лапка, это вот прям она дополненная. На куриной лапке там 3, да, пальчика, ну там 4-й мы не считаем, он ни на что не влияет. А здесь вот смотрите, прямо и разветвления в лапках, их раз, два, три, 4. Их 6, да, 6 пальчиков, гибрид, это идет гибрид. Ну, мои хорошие, это очень важно, это нужно, это полезно, тем более наш мир в этом нуждается. К сожалению, в последнее время очень много всякого сброда развелось. Люди, которые считают, что они имеют право заниматься, ну, грубо говоря, мошенничеством, да, и людей разводить на деньги. А кто действительно обладает даром, кто действительно творит добро для людей, их можно пересчитать, я не знаю, там, на пальцах одной руки, к сожалению. К сожалению. Вот. Вы нужны этому миру, вы нужны. И вы действительно этим будете заниматься. Кто-то прям всю жизнь этому посвятит. Это очень сложная работа, это и эмоционально очень сложно, и физически тоже очень сложно. Но если есть дар, у вас все получится. Все получится, все сложится. Плюс он у вас будет подкрепленный конкретными серьезными знаниями. Так, идем дальше. Здесь есть человек, который вами управляет. Управляет, как, знаете, за веревочки дергает. А вы у этого человека как в ногах стоите. Вы вынуждены перед кем-то отчитываться, либо кому-то подчиняться. Исполнять чужую волю, с которой вы не всегда согласны. И вообще это как-то унизительно выглядит на самом деле. Кто-то выше, кто-то ниже. Кто-то пользуется своим превосходством, а кто-то вынужден подчиняться. Ах, мои хорошие, здесь усталость идет, усталость от этой ситуации. И вот знаете, идет такое впечатление, что вы достаточно долго этого человека, ну, действительно боялись, либо вынуждены были из-за страха подчиняться этому человеку. Долгий стресс, долгое вот это напряжение и страх приведет к какому-то состоянию апатии. И в один момент вы поймете, ну, а что ты мне сделаешь, да? Что ты можешь мне сделать? И так вот испортила, либо испортила мне жизнь, что еще ты можешь мне сделать? И вы, устав бояться, начнете вот эти веревки, да, которыми вы связаны, рвать. Вот прям, знаете, вы наглую скажете, а что ты мне сделаешь, да? А я тебя не боюсь. Закончилась твоя власть. Вы знаете, от этого человека, вернее, не только освободитесь, но еще и значительным образом подорвете авторитет этого человека. Здесь даже кому-то удастся такую небольшую революцию провести. Просто опрокинете этого человека и скажете, ты кто? Да, ты кто? Ты почему так со мной поступаешь? Я тебя больше не боюсь. Уже нечего мне терять. У вас как смелость появится, решительность. И вот знаете, как одним днем вы коренным образом поменяетесь. Освободитесь от этих пут, и не будет у вас больше вот таких вот авторитарных личностей, которым вы подчиняетесь, и никто не сможет на вас влиять. И избавитесь от этого, избавитесь. И гораздо, кстати, смелее и решительнее станете. Поймете, что бояться на самом-то деле нечего. И пока вы боялись, пока этим человек и пользовался, и вил с вас веревки. Как только вы, грубо говоря, поняли, что с чего это, да, я тут боюсь, да, картиночка сразу у вас поменяется. И еще одна предтеча перемен, назовем это так. Здесь случай вам поможет. Случай. Счастливый случай, добрый случай, удачное стечение обстоятельств. Здесь какой-то человек, либо благодаря какому-то человеку, вы попадете в совершенно новое, интересное для вас место. Кто-то приобщится к прекрасному, да, и тем самым поменяет свою жизнь. А кто-то действительно овладеет какой-то информацией, техникой, каким-то подходом, который позволяет менять жизнь. Как не просто менять, здесь золотая рыбка большая, как исполнять свои мечты, либо достигать своих желаний. А здесь эта рыбка, ее ловить не надо, она просто плюхается вам в руки. Стечение обстоятельств, удача, везение.
как судьба вам улыбается, да, либо судьба перед вами вот распахивает свои объятия. Это очень крутой знак. Особенно вот для тех людей, которые считают себя неудачниками и невезучими. Здесь везение просто на миллион. В один день, в один момент вы просто вот сталкиваетесь с мечтой, с возможностью получить эту мечту, с подходом, да, с секретом, который вам раскроют для того, чтобы вы могли осуществлять все то, что вы задумали. Ну, золотая рыбка в руках. Золотая рыбка в руках. Представляете, как это круто? Ну и в самом венце у нас состояние чуда. Здесь перед вами высшие силы, перед вашим лицом. Это как столкнуться с ангелом, своими глазами увидеть чудесное исцеление. Возможно, как увидеть душу усопшего родственника. Что-то произойдет с вами, что коренным образом на вас повлияет. И вы, как из Фомы неверующего, превратитесь в человека, который и верит, и знает, и уверен, что будет чудо. Ну, чудесное событие, чудесная ситуация. Знаете, вот бывает человек, ну, допустим, да, избегает какой-то катастрофы, либо каких-то больших неприятностей, либо человек силой своей веры исцеляется. Да? Вы что-то такое увидите, на ваших глазах это произойдет, может быть, с вами это произойдет. Здесь очень поменяются ваши взгляды и ваши убеждения. Понятно, пока мы этого не видим, мы можем об этом слышать, мы можем об этом читать, и у нас все равно какой-то скепсис присутствует. Но когда это происходит с нами, с нашими прям близкими людьми, либо мы видим это своими глазами, конечно, уже восприятие совершенно другое. Здесь вы поверите в чудеса, потому что вы их увидите, либо вы их переживете. Очень, кстати, крутой знак. Ну, явно с вами какое-то чудо произойдет, либо на ваших глазах чудо произойдет. Вы уже не будете прежним. Вы на мир по-другому смотреть станете. И мысли у вас, кстати, другие будут. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Спасибо вам всем за внимание. Всем пока-пока.